Эту пожилую пару в округе знают все. Владимир и Клавдия Атарщиковы – участники Великой Отечественной войны. Несмотря на свой преклонный возраст, пенсионеры каждый день выходят на прогулку. И все же большую часть своей жизни они проводят дома. Часто пересматривают фотографии и вспоминают военное время. Я добровольно пошел. Меня не хотели на фронт отпускать. Я на заводе, в розовом завод «Красный молот» работал токарем. И когда война началась, мне дали бронь на 5 лет. Не будут забирать на фронт. А мы, ребята, молодые комсомольцы, собрались, пошли в военкомат, попросились, что мы не хотим в Грозный пускать немцев в нашу республику. Пошлите нас воевать, пошлите. Владимир – потомственный казак, но родился и вырос в Наурском районе. На фронте молодой парень был разведчиком. Солдат дошел до Берлина. После войны он вернулся в Чечню и работал в милиции. Несмотря на то, что Владимир казак, живет по всем традициям Кавказа. Смотри, когда надумаешь жениться, отец прямо предупредил меня, бери только свою кровь, так он мне сказал. Понимаете, ты казак, бери только казачку. Она сразу была согласна. А зачем красть тогда нужно было? Ну, так у нас на Кавказе принято. Дому Атарщикова более 120 лет. Он был построен еще отцом Владимира. Переехать или хотя бы построить новый дом семья не хочет. Улица, где живут пенсионеры, названа в честь Владимира Атарщикова. Никогда не возникало мысли переехать куда-нибудь, перебраться, например, в другое? Нет, родину мы не бросаем. Мы за родину воевали. В Наурском районе живут более 20 национальностей. В местном доме культуры часто проходят встречи разных общин. Они знакомят друг друга со своими обычаями и традициями. Раиса Кулинич уже 5 лет руководит Русским просветительским центром. Мы участвуем во всех конкурсах, рисовальных, конкурсах стихов, и призовые места занимают. У нас уже состоялось 3 православных конференции. Мы активно участвуем во всех мероприятиях. Многие национальности переехали в республику сравнительно недавно. Например, большинство турков перебрались сюда из-за войны на родине. Более 25 лет они в мире и согласии живут с представителями других этносов. Поэтому здесь образовалось множество смешанных семей. Санета Тутаева, Луиза Хатуева, Зелимхан Закаев. Новости.